Іграецца і выйгрываецца. Магчымасцю паспрабаваць удачу і выйграць ад 2 до 5 тысяч рублёў скарысталіся больш за 70 тысяч грамадзян. Менавіта столькі білетаў было рэалізавана, амаль 90% ад агульнай колькасці. Половина по закону о лотерейной деятельности – это призовой фонд. Призовой фонд формируется согласно закону о лотерейной деятельности в рамках минимально это 45% от реализованных билетов, максимально 50%. Самые активные удельники мясцовой лотереи – представники пошты, транспорту и адукации. Того, что часть прибыли идет на развитие детского спорта, оборудование спортивное, то, естественно, мы максимально принимаем участие в, так скажем, в распространении тиража, оказываем содействие. И я каждый раз называю разные цифры, но я могу с уверенностью сказать, что в пределах где-то половины тиража постоянно это идет распространение через систему образования. Лёс удзельнікаў лотэрэі «Брэская крэпасць-герой» вырашае барабан. Шчаслівую камбінацыю разрада серыі і нумара білета «Фортуна». Разам з тым, азначаюць арганізатары, важна не толькі выйграць, але своечасова звярнуцца за заслужаным прызам. Срок востребования призового фонда с даты тиража составляет полгода. Получается, как правило, так, что 35, а то и 40% призового фонда у людей, они забывают просто получить свои выигрыши. Даже крупные выигрыши. На кону не толькі грашовыя выйгрышы, але і каштоўныя рэчы. Самы хвалючы момант – розыгрыш галоўнага прыза. Главный приз нашего тиража – 5000 рублей. Арганізатары адзначаюць, падчас розыгрышу няма тых, хто прайграў. Частка сродкаў ад рэалізацыі латэрейных білетаў накіроўваецца на сацыяльныя патрэбы. Они направляются на все необходимые направления непосредственно для улучшения жизни наших людей. За прошлый год нам удалось с помощью лотереи приобрести оборудование для детского спорта, для детской легкой атлетики практически на 135 тысяч. С момента выпуска лотереи мы начали идти по такому пути, что на каждый новый тираж мы размещали какую-то фотографию нового памятника. Так, чтобы люди могли где-то даже коллекционировать, оставить себе на память, и чтобы частичка памяти о Брестской крепости находилась, может быть, даже если они проиграли, то они не проиграли, а будет у них как память дома находиться. Юбілейны розыгрыш стаў яшчэ і добрай нагодай, каб павіншаваць тых, каму латэрейная фартуна ўжо усміхнулася. Даведацца аб выніках латарэі «Брэская крэпасць-герой» можна на сайце bellotto.by.